Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах к этому часу. В Якутии запустили в эксплуатацию цех корпусных производств Жатайской судоверфи. Полная мощность позволит ежегодно выпускать до 10 судов. В канун Дня Республики в Якутии вручили государственные и республиканские награды. Ряды кавалеров ордена «Полярная звезда» пополнил заслуженный работник народного хозяйства республики Владимир Птицын. В Нижнеколымском районе проходит ежегодный учет берлог белых медведей. В этом году для упрощения поиска применяют дрон с тепловизионной камерой. Глава Якутии дал старт работе опытной эксплуатации цеха корпусных производств в Жатайской судоверфи. Он также ознакомился с работой предприятия. В настоящее время уже приступили к работе около 60 человек, в том числе студенты Жатайского техникума. Первым судном, которое будет заложено на верфи, станет несамоходная трюмная баржа класса «Река-море» для ЛОРП. Его будут строить около 2 лет. При выходе на полную мощность будут работать около 600 человек и производить в год до 10 судов речного класса. Полный ввод Жатайской судоверфи в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал этого года. Раньше у Якутии судостроительных заводов не было, была большая судоверфь, именно судоремонтная так. Но вот сегодня у нас судостроительный завод уже появился, верфь появилась. И, конечно, мы будем и дальше увеличивать его мощности для того, чтобы речной флот не только Ленского бассейна, но и других речных бассейнов, в целом и для Северного морского пути мог определенные заказы здесь выполняться, все эти обновления именно здесь, на Жатайской судоверфи. В преддверии Дня Республики глава Якутии Айсен Николаев вручил государственные и республиканские награды. Среди награжденных работники промышленных предприятий и сельского хозяйства, представители культуры и спорта, участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Также наград удостоились многодетные семьи и многодетные отцы. И, конечно же, в этот день в республике появились и новый почетный гражданин и кавалер ордена «Полярная звезда». Подробности расскажем в следующем сюжете. В 2024 году в Якутии было учреждено новое почетное звание – почетный наставник республики. Этим знаком награждаются те, кто за время своей работы воспитал достойную смену из молодых сотрудников, которым можно было передать управление организацией или предприятием. Одной из первых новую награду получила Валентина Лемешева, которая с 1991 по 1998 и с 2001 по 2014 года возглавляла Государственный комитет по ценовой политике. Есть, конечно, у меня несколько заповедей, которые позволяют сегодня вырастить вот хороших ребят, которые вышли как бы из моего коллектива под моим руководством. Просто надо найти такую грань, где и руководить, и не мешать. Дать полную свободу и доверие. Вот. Наша работа ценовиков, она очень высококвалифицированная работа с точки зрения ответственности, с точки зрения знаний. И поэтому моя задача была, чтобы сегодня ребята освоили эту профессию в полном объеме. Галина Борисовна Синдюкова положила свою жизнь на алтарь среднего образования. Работала учителем русского языка и литературы, возглавляла методическую службу управления образования. За многолетний труд и полную самоотдачу любимому делу Галине Борисовне присвоено высокое звание почетного гражданина республики. Эта награда, наверное, учителям того поколения, которые осуществляли всеобуч 8-летний, потом средний всеобуч. И мы работали по заданию правительства, это был закон о всеобуче. У меня эта награда, это память и о Великой Отечественной войне и воспоминания о тех педагогах, которые работали в конце 50-х и далее годах. Также сегодня пополнились ряды кавалеров высшей награды республики ордена «Полярная звезда». За выдающийся вклад в развитие экономики и укрепление государственности награду вручили Владимиру Птицыну, заслуженному экономисту Российской Федерации, заслуженному работнику народного хозяйства Якутии. Работал только в одной системе Министерства финансов четверть века. Но остальное там глава, там еще счетная палата, много чего. Работал, конечно, но старался не подвести друзей, коллег, республики, в целом политику, которая проводится в нашем
нашей стране. Как отметил глава республики, люди, которые сегодня получили высокие награды, вызывают гордость. Они представляют самые разные сферы и отрасли, но каждый из них по праву является последователем тех идей, которые 103 года назад воплотились в автономию нашей республики. 27 апреля – особая дата в истории Якутии. Одними из первых в республике усть-алданцы отмечают День республики. На центральной площади имени Лигоя Тайона на празднование Дня региона собрались общественность и жители Улуса. Торжество началось с гимна. Присутствующих земляков поздравил с Днем республики борец вольного стиля Ариан Тютрин, пожелав процветания родному краю и поблагодарив за поддержку. Знаковое мероприятие завершилось масштабным осохаем. Сегодня в Брюссельском Слеге мы отмечаем День нашей республики. В этот день собрались жители всего наследия с разных предприятий, организаций, молодежь, дети. Также примечательно, что сегодня поздравить нас приехал уроженец Усть-Алданского района, серебряный призер чемпионата Европы Ариан Тютрин. Хочу поздравить всех жителей нашей республики с наступающим Днем Республики. Всем желаю счастья, процветания и чтобы каждый житель внес свой вклад в развитие нашей республики. С 18 апреля создана рабочая группа по проведению рейдовых мероприятий в ежедневном порядке на берегу реки Лены из Нижнего Бестяха. Члены комиссии осуществляют рейдовые мероприятия и в отношении нарушителей принимаются меры административного воздействия. По данным на 25 апреля рабочей группой составлено около 25 протоколов об административных правонарушениях. По поручению прокурора Мегино-Кангаласского района 24 апреля на выходах с реки Лена, на выездах сооружены ограждающие насыпи. В связи с этим просим уважаемые жители Заречья воздержаться от поездок, не подвергать свою жизнь и жизнь своих пассажиров опасности. Хочу напомнить о существующих штрафах. Так, на физических лиц размер штрафа будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей и на юридических лиц до 1 миллиона рублей. В Нижнеколымском районе в государственном природном заповеднике Медвежьи острова проходит ежегодный учет берлог белых медведей. Этот вид мониторинга осуществляется каждую весну, когда самки с медвежатами покидают берлоги и выходят на морской лед, чтобы обучать их навыкам выживания и охоты на тюленей. В это время специалисты, используя снегоходы и специальное оборудование, обследуют участки с высокой вероятностью нахождения родовых берлог. В этом году для упрощения поиска был применен дрон с тепловизионной камерой. На сегодняшний день уже завершены 2 этапа исследований. Впереди заключительный 3-й этап. За 2 этапа уже было обнаружено более 30 берлог. Это уже намного больше предыдущих учетов. Например, в прошлом году было 25 берлог, позапрошлом году было 26 берлог, а в этом году, вот считаю, за 2 этапа было найдено более 30. Еще предстоит 3. Еще предстоит, да, по итогам 3-го учета уже будет представлены итоговые цифры. В Якутии стартовала международная акция «Диктант Победы». В республике развернулась 871 площадка, одна из которых новая школа в Жатае. Глава Якутии принял участие в диктанте. На заполнение заданий было отведено 45 минут. Также приняли участие и ученики, и педагоги школы, участники специальной военной операции и депутаты. Вопросы посвящены и тем событиям, которые сейчас проходят в 4 новых регионах в зоне СВО и которые пересекаются с событиями, происходившими в этих регионах в ходе Великой Отечественной войны. Победа – это патриотизм, история, безусловно, гордость за страну. Сегодня мы принимаем участие, я ученица 11 класса, и, как в последний год школы, я обязательно принимаю участие здесь. Это развивает патриотизм, я очень горжусь тем, что мы одержали победу в Великой Отечественной войне. Выставка «Треугольники судьбы» открылась в музее «Россия. Моя история». Среди экспонатов 27 подлинных писем от 12 воинов-якутян. Помимо оригиналов можно изучить и оцифрованные копии весточек, ознакомиться с биографией их авторов. В зале звучат и аудиоверсии писем в прочтении актеров Русского и Саха-театров. Выставка продолжит работу до 29 июня. Вход для всех посетителей бесплатный. Выставка уникальна тем, что здесь, собственно, она представляет натуральные документы, написанные собственноручно воинами, победителями, которые писали с фронта домой,
писали своим близким, детям, женам, писали своим учителям. Вот. И, конечно, они полны и трагизма, потому что мы все понимаем, что большинство, по крайней мере, вот из тех, чьи письма здесь представлены, к сожалению, не вернулись с фронта. В рамках недели памяти в Амгинской центральной библиотеке прошел вечер, посвященный памяти почетного жителя Ивана Махначевского. И Иван Иосифович был ярким представителем общественности и неутомимым защитником природы. Именно он был автором экологического патриотического проекта «Лес Победы». В 2019 году Иван Махначевский был признан победителем премии «Эколог-доброволец», что и стало заслугой его многолетней работы на благо окружающей среды. На протяжении более 40 лет Иван Иосифович активно занимался посадкой деревьев и кустарников и за всю свою жизнь посадил более 1000 деревьев. Участники мероприятия единодушно отметили важность сохранения его наследия для будущих поколений. Мы рады сообщить, что в канун 80-летия Победы внуки, правнуки Ивана Иосифовича, Сергей Махначевский, Светлана Журкова, правнуки Павел, Дамир Жирковы преподнесли в дар музею домашний архив Ивана Иосифовича Махначевского. Народный мастер Людмила Жиркова, покорившая мировые подиумы, приехала в Горный Улус, чтобы поделиться своим вдохновением с участницами творческого объединения «Ютел». Мастерицы представили свои работы, демонстрируя богатое разнообразие техник и стилей, от традиционных нарядов якутских женщин до современных стилизованных жилетов. Также Людмила Жиркова привезла в Горный Улус одну из своих самых впечатляющих работ – панно «Карта Якутии». На этом уникальном полотне, созданном руками 4 мастеров на протяжении 7 месяцев, искусно отображены основные занятия каждого улуса республики. Богатое содержание и безупречное мастерство исполнения вызвали неподдельный восторг у всех присутствующих. Эта карта, она сделана полностью вручную, она имеет размер 210 на 210. Чтобы ее понять, надо живьем ее увидеть. И тогда действительно через эти все знаки, коды, которых здесь более 500 штук сделано, плюс еще мы сделали фоновые рисунки к карте, да, и здесь отобразили 5 экономических зон, которые вот представляют всю республику Саха-Якутия. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.